Добрый вечер, дорогие телезрители. Наша сегодняшняя тема называется «Из истории выселения народов Северо-Западного Кавказа по материалам российской периодики». Период касается времени 50-х, 60-х годов 19 столетия и связан с трагическими событиями, которые охватили Абхазское княжество в этот период. К сожалению, эти события оставили большой отпечаток в нашей истории, и сохранилось огромное количество материалов, документов того периода, которые мы сегодня здесь частично затронем. Они касаются в первую очередь российских газет Российской империи, которые выходили в то тяжелое время, когда шла война, когда геополитические интересы великих держав столкнулись здесь, в регионе, в крае, и затронули не только абхазский народ, но народы, которые были соседние народы. Это народы северо-западного Причерноморья Кавказа, это в первую очередь убыхов, причерноморских адыгов, шапсугов, абадзехов, натухайцев и другие народы. В частности, когда мы говорим о материалах российской прессы, следует вспомнить, что вот 10 лет назад сотрудниками Абхазского института гуманитарных исследований были изданы две книги, которые называются «Абхазы и Абхазия» в российской периодике. Это авторы которых являются Руслан Гужба и ныне покойный Тимураз Алиевич Ачукба. Безусловно, по данному вопросу существуют и другие главные источники. Это в первую очередь акты Кавказской археографической комиссии. Конечно, по этим материалам, которым занимается Михаил Гумба, историк, молодой историк, конечно, это отдельная тема. Также следует вспомнить Кавказский календарь, который выходил в то время. И, конечно, огромное количество газет, которые публиковались. В первую очередь мы сегодня остановимся на материалах газеты «Кавказ», «Русский инвалид», «Кубанские областные ведомости», которые потом назывались «Кубанские войсковые ведомости», а потом вовсе назывались просто «Кубанские ведомости». Следует отметить, что газеты, когда они выходили, особенно в первый период, например, газета «Кавказ» выходила с 1846 по 1917 годы, и в первых публикациях о тех событиях, особенно о выселении, о таком сложном вопросе, прослеживается отпечаток политики того периода, политики царской России, которая она охватывает, в принципе, периоды, когда изучался край, изучалась Абхазия, в принципе, а потом и вовсе были планы колонизировать этот край поселенцами. И есть определенные статьи, которые именно свидетельствуют о том, что царское самодержавие, оно именно планировалось заселить край, освободить сначала территории. Конечно, этот вопрос сложный, поэтому существует также огромное количество литературы зарубежной. И, наверное, мы больше, конечно, будем опираться на источники сегодняшней в нашем выступлении. Среди ученых, которые занимались данным вопросом, конечно, важную роль, фундаментальную роль в абхазоведении, в кавказоведении в целом сыграл Георгий Алексеевич Цидзария, который именно занимался вопросами махаджирства. В тот период этот термин употреблялся. Но сегодня, я называл ныне покойного Тимураза Алиевича Ачукба, мы занимались этой темой. Мы решили назвать вопрос миграционными процессами. То есть там, где затрагивается и депортация, и выселение, и существует противоречие в историографии, к сожалению, и в большей части оно связано с тем, что политизируется вопрос. Но, конечно, история, она связана с политикой того времени. В ней отразились отпечатки как-то революционного периода, советского периода и, конечно же, современного периода, когда совершенно иной взгляд на эти проблемы у нас, появляется. Но главная работа, конечно же, по этому периоду, это
вышедшая в 1982 году. Это известная монография «Махаджирство и проблемы истории Абхазии 19 столетия». Существует несколько версий по вопросу, вот, например, конечно, связанный с последующим выселением, вот, например, вопрос присоединения Абхазии к России. Да? Вот, когда причины, какие были причины у выселения? Георгий Алексеевич Дзидарев говорит о многопричинности вопроса, потому что нельзя обвинять только одну сторону. Вот, существует несколько гипотез, и особенно влияние со стороны Турецко-Османской империи. Ведь, например, в 50-е, 60-е годы, особенно когда усилился колониальный гнет со стороны царизма, это была, по большому счету, вынужденная мера, потому что на тот период работали эмиссары. И об этом, кстати, есть упоминание, особенно в газете «Кавказ». Когда мы говорим о присоединении, тоже существует несколько вариантов вопроса. Вначале рассматривался вопрос о том, что оно было добровольным, но если посмотреть более ранние труды Георгия Алексеевича Дзидаря, особенно есть такая работа 1939 года, называется «Завоевание Абхазии царской России». Это была его работа, которую он написал в Москве, используя большой пласт археологического материала, особенно того периода литературы. Также использовал зарубежную, литературу. И там раскрывается совершенно иная картина. Иную точку зрения впоследствии уже в наше время, в 1998-99 годах, выдвинул Станислав Засимович Лакоба. Вот в его известной работе под названием «Асланбей», там тоже он рассматривает вопросы, как происходило присоединение, как Абхазское княжество стало все-таки автономным княжеством в составе Российской империи. Безусловно, это вошло и в концепцию по истории Абхазии. Даже вот наш учебник, который сегодня изучают в школах, также вот на этой концепции основан. Ну, конечно, мы сегодня не будем опровергать какие-то вот эти версии, мы всего лишь будем дополнять вот эту более признанную версию о том, что в этот период все-таки это была, конечно, национальная освободительная борьба кавказских народов за сохранение своей идентичности. Особенно, когда мы читаем вот эти газеты, материалы, газеты «Кавказ», «Русский инвалид», «Тифлисские ведомости» и так далее, в них говорится, раскрывается вся жестокость той политики, которую проводил, конечно, царизм. Были, конечно, отдельные личности, которые представляли Россию в то время, которые принесли в Абхазию и вообще в этот край положительные моменты, особенно в части касаемой культуры, строительства, архитектуры. Но в целом это была, конечно, колонизационная политика, о чем свидетельствуют и материалы прессы, в частности. Вот когда мы говорим о материалах прессы, еще Георгий Алексеевич Дзидарев в своей работе говорил, что эти события, я хочу процитировать, вот они в известной степени были предметом внимания прогрессивной прессы и вообще более или менее объективных органах печати того времени. Вот конец цитаты. Ну вот, в принципе, и начнем уже конкретно то, что нам предлагает пресса. Вот, например, Дьячков-Тарасов в своей статье, опубликованной в газете «Кавказ» в 1906 году, отмечал, что когда упал Восточный Кавказ после пленения Шамиля, царизм усиливает военный потенциал на западе Кавказа, то есть на Западный Кавказ. И вот тут цитата. «С прибытием в 1860 году на Западный Кавказ стрелковых частей войск из Чечни, Дагестана и Закавказья началось систематическое покорение горских племен Западного Кавказа». Интересно, вот в каждой газете, к сожалению, вот есть такой термин, как племена. Вот в тот период часто авторы употребляли слово «племена», потому что все-таки здесь прослеживается отпечаток той политики, которая проводила Россия в то время. Ну, у нас есть комментарий по этому поводу в этой работе, в которой сказано, что, скорее всего, здесь имеются народы, Западного Кавказа. Все же таки тогда были уже
достаточно сконсолидированное общество, которые знали, как вести диалог. И, то есть дипломатически это все задокументировано, поэтому нельзя сказать, что к XIX веку оставались какие-то племенные разрозненные. Да, сопротивление было, конечно, даже между вот этими, значит, обществами, но они все же имели более дипломатический характер. Вот. Например, газета «Русский инвалид» в 1864 году сообщала: для приведения в покорность всех этих племен, ну, то есть народов имеется в виду, не знавших никакого гражданского устройства, живших грабежами, беспрерывно возбуждаемых еще против нас эмиссарами и авантюристами разных наций, в 1860 году решено было вытеснить их всех из горной и приморской полосы на плоскость левого берега Кубани. То есть им предлагалось или покинуть значит, пределы Абхазии, значит, переехать в Турцию, Османскую Турцию, или занять территорию левого берега реки Кубань. Но, конечно же, в тот период, как сообщает Дзидзария, религиозный фактор тоже в какой-то степени сыграл свою роль. И, к сожалению, многие тогда князья тоже приняли участие в этом. Это говорит о многопричинности. То есть нельзя говорить, что только вот колониальная политика и так далее. То есть надо уйти от этого вопроса совершенно вот с другой точки зрения. Но здесь вот еще один момент. Здесь они называют кавказские народы, значит, я как сказал, вот, для приведения покорности, вот, которые занимаются, значит, грабежами, беспрерывно возбуждающих нас против нас эмиссарами, то есть авантюристами. Но есть другая статья, например, 1850 года, газета «Кавказ», номер, значит, 94, 95, 98, и там четко сообщается, что у этих народов были четкие границы. В этой газете, значит, газете также рассматривается вопрос культуры этих народов. То есть где-то в каких-то материалах мы обнаруживаем, что газеты сами друг другу противоречат. Они называют иногда их племенами, варварами, а в каких-то материалах, то есть на тот момент были такие авторы, которые могли себе позволить написать более объективную информацию о той, которая здесь, значит, была. Вообще газета «Кавказ», когда она издавалась в 1846 году, это была частная газета, но с 1850 года, уже когда со второй половины, она становится политическим органом наместника. То есть наместник на Кавказе берет ее, значит, это был рычаг царской власти на Кавказе. И в тот период именно вот эта такая агрессивная тенденция по отношению к кавказским народам прослеживается в этих материалах. И только после завершения Кавказской войны в 1864 году появляются такие авторы, как Аверкиев, там, Юакимов и так далее, которые пишут уже более объективную информацию об абхазском народе, что это древний народ, что это народы, которые с большой историей, особенно с христианские вот эти храмы, прослеживается информация о них. И там же упоминание о цифрах, то есть тех людей, которые переселились уже в Турцию, о том, что они перенесли очень многое, о том, что фактически была, значит, жестокая политика в отношении этих народов. То есть вот такие моменты прослеживаются в прессе. Это с сегодняшней точки зрения можно абсолютно точно говорить, что она была неоднозначной. То же самое, например, мы встречаем и в газете «Русский инвалид». Значит, «Русский инвалид». Там напрямую говорилось о том, как царские войска, вот особенно в последний период уже Кавказской войны, когда в 1864 году последнее сопротивление оказывали западно-абхазские общества, вот Аибга, Ахчипсу, а также Абадзехи, адыгские племена, они напрямую говорили, что они защищают свою родину, что их осталось очень мало, что основная часть была вырезана, сожжена, а большая часть переселена в Турцию и так далее. И тут рассказывается о планах командующих, которые здесь были. Вот, в принципе, тогда
про политику Ермолова проводил князь Борятинский, да, вот тот самый, который пленил известного Шамиля и так далее. Вот Евдокимов, вот кубанские войска, войсками, которые командовал и так далее. Вот они все уже жесткие планы в отношении абхазского народа и народов Западного Кавказа применяли жестокую политику. Вот я хочу еще процитировать несколько моментов. Вот в апреле 1860 года были сформированы сильные отряды и направлены на уничтожение адыгских обществ, шапсугов, натухайцев и абадзехов. Газета «Кавказ» сообщала, что за весь 1860 год шапсугские и адагумские, еще его по-другому называли натухайские отряды, под командованием генерала Рудановского и генерала Бабича неустанно громили эти племена горцев, очищая от их поселения прикубанские долины. То есть все вот эти урочища по большим рекам, они были фактически освобождены. Вот. Ну а с особым восторгом от этих успешных действий царских штыков против шапсугов и натухайцев князь Борятинский указывал командующему войсками Кубанской области генерал-адъютанту Евдокимову приняться за покорение абадзехов, наиболее воинственных и непримиримых, вот тут четко написано, среди адыгских обществ. По сообщению прессы, абадзехи прочно укрепились в труднодоступной горной местности между реками Белой и Псекупсом. Это они их загнали фактически в эти ущелья, в горные ущелья, а потом постепенно их вытесняли на берег, и когда они находились уже на плоскости, они были вынуждены просто переселяться в Турцию. И тут еще есть указание, что царские войска еще побеспокоились приготовить суда. То есть вот по эти корабли приплывали к берегу, и их вынуждали именно выселяться через Сухум. Вот «Кавказская летопись», есть материал 1864 года, сообщает, что только через Сухум за один период отправилось 20 тысяч переселенцев. Безусловно, автор дальше продолжает, он пишет, что эта цифра занижена, потому что многие не считали, к сожалению, многие не фиксировали, и многие уходили через другие пункты тоже. Самостоятельно многие перебирались. И, к сожалению, многие тонули, умирали вот в этих водах и не достигали даже Турции. Об этом часто упоминается в газетах. Вот. Ну, вот тут уже, когда мы говорим о статистике, я хочу тоже зачитать. Населению всячески внушали переселяться в Турцию. В течение зимы 1863 года из разных пунктов берега, еще не занятого нами, то есть они пока еще не спустились к побережью, переехало в Турцию на турецких кочермах и пароходах до 60 тысяч переселенцев. Далее источник сообщает, цитата, «С наступлением весны переселение приняло такие размеры, каких нельзя было предвидеть. На всех пунктах прибрежья, сколько-нибудь угодных для посадки на суда, образовались огромные таборы горцев по несколько тысяч семейств». Ну, наверное, можно представить, какова была ситуация. Вот. Особенно это касается 1861, 62 и 63, когда завершение было вот уже Кавказской войны. В течение 1862 и 63 годов, согласно газете «Русский инвалид», в Турцию отправилось с территорий Тамани, Анапы, Новороссийска, Туапсе, Сочи, Адлера, Хосты и других пунктов около 318 тысяч 68 горцев. Это то, что зафиксировало. И далее он пишет, что многие, к сожалению, не фиксировали другие пункты. И, возможно, их было и намного больше. Число переселившихся в 1858, 59 и 62 годах в течение лета 63 года из Кубанской области достигло до 400 тысяч человек. Вот, это кубанские войсковые ведомости уже сообщают. К 1864 году уже на Западном Кавказе сопротивление оказывали западно-абхазские общества. Это, конечно, Ахчипсу, Аибга. Вот. Ну, их называли еще по-другому садзами, были верхние и приморские садзы. Об этом, кстати, хорошо написано в работе Шалвы Дениса Ищиналыпа. В работе. Вот.
Относительно убыхов, вот цитата из газеты «Кавказ», сведения были совершенно разноречивы. Однако вскоре стало известно, что их упорное сопротивление было сломлено 18 марта у развалин монастыря на реке Голехт, после чего народ этот отказался от всякой надежды на успех сопротивления. Ну, как известно, убыхи к этому времени практически полностью они выселились. Ну, известный роман Баграта Шингуба, наверное, ну, конечно, там присутствует и история, конечно, частично. И, ну, конечно, вот эти материалы были также использованы. Старшины убыхов явились к русскому отряду и изъявили покорность. Они были депортированы поголовно в Турцию. Вот как описывает события газета «Кавказ», цитирую: «Великий князь принял их, старейшин, шапсугов, убыхов, джигетов и ахчипсов. По племенам, одних после других, все они объявили от имени всего народа безусловную покорность и готовность исполнить все приказания, с единственной просьбой дать им возможность переселиться в Турцию». Ну, никто не хотел переселяться, конечно, на левый берег, потому что там, по мнению, значит, военных, вот, специалистов того времени, считалось, что они не смогут какого-то сопротивления оказать, и поэтому их хотели туда выслать. Но они все же тогда, вот, религиозный фактор тоже в какой-то степени сыграл. Большая часть, по материалам прессы, были, конечно, магометанской, да, вот, направленности. Хотя здесь есть такие моменты, когда пресса говорит о том, что многие все равно сохраняли старые формы, ну, вот, религиозные. Кто-то принимал христианство, кто-то в верование, значит, поклонялся деревьям и так далее. Вот эти моменты, особенно в этнографическом восприятии, они сохранялись еще тогда. Ну вот в газете «Кавказ» к тому времени были вот статьи известного первого этнографа Абхазии Соломона Званба также. Вот. И там он подробно пишет об этнографии абхазов. Так. Что касается джигета, вот джигеты, оказавшиеся в близости к русским войскам, без помощи убыха уже не могли сопротивляться. Лишь общество Ахчипсху и Псху в верховьях реки Бзимта и Бзип могли еще оказывать сопротивление. Однако число их не превышало 1000 семейств. Это уже вот 64 год. Ну, тут, когда мы сравниваем материалы, например, садзов, особенно вот причерноморских, 12 тысяч было в 1850 году. Это мужского пола, потому что они считали воинов в основном. Женщин, детей они в списке не вносили. Вот. Кстати, Тарнау тоже, вот, когда пишет, он в основном пишет о мужчинах, то есть о воинах. Ну, Тарнау был военный и так далее, вы знаете. Вот. И тут около 1000 семейств сохранилось вот в этих ущельях, но их тоже вот принудили уже выселиться полностью, но они отказались. И тогда, значит, они пошли в атаку с 4 сторон. Для усмирения западноабхазских обществ, которые все еще упорно сопротивлялись русским войскам, командующий армией направил 4 самостоятельные колонны. Это Шатилов в общество Ибга, Ахчипсу, Святополк Мирский на юге со стороны Мзымты, Гейман со стороны Сочи и Ахчипсху, и 4 это Малая Лаба и Мзымта. Вот с этих 4 сторон они были, значит, уничтожены. И кто туда направлялся? Вот интересные сведения по этому поводу. Вот, есть такая статья «Известие о последних военных действиях на Западном Кавказе». Газета «Кавказ», номер 44, 1864 год. По словам летописцев, в абхазские горные обществе оказали столь серьезное сопротивление, что войскам царизма с трудом удалось вынудить их сложить оружие и выйти в землю общества Ахчипсху. Войска первой колонны, вот какие батальоны там были: Кавказские линейные батальоны Кутаисского генерал-губернаторства номер 32 трехротный, 33 и 35, а также сводно-стрелковый номер 5, 6, 7 и 8, взвод Кавказского саперного его императорского высочества, великого князя Николая Николаевича, старшего батальона, горный дивизион Сухумской крепостной артиллерии, сборная сотня Кутаисского конно- и регулярного полка, сотня Цибельдинской конной милиции
и 1/4 сотни Сухумской постоянной милиции. Вот какое количество войск они направили, чтобы вот уничтожить вот эту 1000 воинов, которые там были. Двигались вдоль берега моря к реке Псоу. Затем они, возведя дорогу вверх по течению 30 апреля 1964 года, остановились лагерем при впадении реки Пхыса в реку Псоу. Тем временем общество Ибга готовилось к упорному сопротивлению, созывая на помощь бездомную молодежь. Автор в кавычки берет это, бездомную молодежь, потому что у многих, к сожалению, тогда уже погибли отцы, там, и семьи, многие остались сиротами, фактически молодые, даже девушки, летопись пишет, что даже девушки некоторые брались за оружие и вот вступали в сопротивление. Ну, вот, даже автор пишет, что огромное сопротивление они оказали. Шатилов двинулся на Ибгу 3 мая 1964 года. А ибговцы рассчитывали на недоступных занимаемых мест, поэтому решили сражаться до последней возможности. В результате ожесточенных боев 12 и 13 мая ибговцы потерпели поражение и начали спускаться к берегу моря для переселения в Турцию. Вот. Ну, о том, что эти колонны достигли своей цели к 1964 году, и когда туда прибыл сам император, когда был произведен парад, ну, знаете, какие полки в этом параде принимали, меретинские полки принимали участие, значит, в этом, и под салют, и выстрелы, залпы, они вот праздновали окончание Кавказской войны. Вот. Ну, об этом подробно пишет Дзидзария, в принципе, это можете там увидеть. Вот. Ну, затем последующие события известны. После упразднения Абхазского княжества, вот тогда, по некоторым данным, вот особенно последний период, выселилось 30-40 тысяч абхазов. Вот, по данным Дзидзария, ссылаясь на источники, Дзидзария пишет, что 30-40 тысяч выселилось абхазов. И в Абхазии значит, ввели сюда администрацию, царскую администрацию. Сначала под названием Сухумского военного отдела. Спустя некоторое время это был преобразован в Сухумский военный округ. Вот. И, конечно, колонизационная политика, она вступила в такую завершающую фазу, когда сюда по плану некоторых вот офицеров, которые исследовали на протяжении долгого времени территорию и так далее, сюда начали вот заселять уже поселенцев, это были казачьи поселенцы. Но потом, конечно же, история показала, что другие более приспособились к переселению, особенно после выхода в свет статьи «Кем заселить Абхазию» Якова Гагибашвили в 1877 году. Сюда хлынул поток из Западной Грузии, особенно вот мигрельское население и так далее. Весь этот ценный материал главным образом идет на строительство домов для колхозников-переселенцев. За последние несколько лет в Гаграх, Гудаутах и Очемчирах созданы благоустроенные колхозные поселки. Из Амбралаури на новые земли переехал с семьей колхозник Чаладзе. Ну как, сынок, хорошо? И Абхазия из моноэтнического государства она превратилась в многонациональную страну и по сей день таковой является.
Ну, конечно, завершая, наверное, сегодняшнюю лекцию, хочу отметить важность этих материалов, потому что процесс изучения периода выселения горцев вообще с Западного Кавказа, он еще до конца не изучен. И впереди, я думаю, что и последующие поколения историков дадут окончательную, более объективную оценку этим событиям, когда исследуется весь материал. Потому что только с 2011 по 2016 год, вот мы с Тимуром Алиевичем мы изучили 1227 газет, только газеты Кавказа, а их все около 6000. И поэтому огромный материал еще не исследован, поэтому сказать, что вопрос решен, пока еще мы не можем. Ну, конечно, больше, чем Дзидзари, в этот вопрос, конечно, никто еще не внес. И вот эти работы, особенно замечательная работа присоединения Абхазии к России, упразднение Абхазского княжества, и, конечно же, махаджирство являются фундаментальными для истории этого периода. Геннадий Вячеславович, благодарим за столь познавательную лекцию и душещипательную, конечно же. Ну, историю не перечеркнешь. Понятное дело, что по факту это был геноцид народов Кавказа и, в частности, абхазского народа. Но история тоже вещь переменчива. Некоторые в наше время это в политику превращают. Этого тоже, конечно, не стоило бы делать. Вопрос таковой. С империями все понятно, да, там и Османская империя свою роль сыграла, и Российская империя играла свою роль, но ходят такие разговоры и о корыстных целях, которые преследовали местные князья. Имело ли действительно место быть такое явление, и в чем конкретно корыстность князей местных заключалась? Вот если можно, развернутый ответ хотелось бы услышать. Да, какая конкретно заинтересованность, да, у князей была у местных? Спасибо за вопрос, Утар Утарович. Действительно, этот вопрос еще в советское время также, я уже упоминал, рассматривал Дзидзари, именно конкретно касаемо интереса местных князей, почему они отстаивали такую позицию. Вопрос очень сложный, но в то же время на него уже есть ответ. Часть княжеской этой аристократии в тот период еще многие не подчинялись даже тогда, в период, когда Большая Абхазия входила в состав Российской империи, многие не подчинялись даже самому владетелю. И здесь был вопрос работорговли. Многие продавали в рабство своих соплеменников, своих... Абсолютно, да, абсолютно точно. И султанские гаремы были заполнены девушками, многими, даже брали самых цвет нации. Цвет нации, по большому счету, отсюда выселяли и так далее специально. И об этом Дзидзари пишет подробно. Даже есть отдельная глава в этой книге Махаджирса. А что касается прессы, в каких-то моментах она умалчивает. Но где-то, я до этого тоже говорил, что есть некоторые авторы, которые говорят о том, что все же это было. То есть на это уже даже сама пресса, российская пресса, а пресса была официальным органом того же самодержавия. Иногда там проскальзывали такие моменты. И, конечно, этот вопрос нельзя отрицать, что это было. Поэтому Дзидзари не говорит, что было только влияние России. Здесь не только Турция или Россия, здесь также влияние и других держав, особенно тех агентов, которые, по словам Дзидзари, здесь очень огромную работу проводили. То есть с людьми разговаривали, вели. Но знаете, еще один момент. В советское время, особенно в литературе, в художественной, появляются такие некоторые нелицеприятные моменты, когда абхазский народ все же принижают, что самосознания там не было и так далее. Слушайте, есть же колониальный план, есть же документы тех генералов, которые все же сохранились, эти материалы, изданы в то время. И когда мы открываем, что у царской администрации действительно были планы по заселению
края вот казачьими станицами. Это было. Но в выселении самом методы, когда мы говорим, да, какие методы, тут и фактор местных князей, конечно, присутствует. И в какой-то степени даже в большой мере. Потому что это на протяжении, это не началось только в 1964 году. Да, волнообразный Это характер. началось еще раньше. Это было раньше. Это, если, например, историю вспомнить, то вопрос работорговли, ну, это отдельный вопрос, конечно, но здесь он присутствовал. И в литературе об этом уже сказано, в принципе. То есть, если я верно понял ваш ответ, то, пользуясь политической ситуацией, князья именно работорговлей занимались. Занимались, да, безусловно. Кратко занимались. говоря. Да, здесь они некоторые князья преследовали свои личные интересы для сохранения. Также, почему, когда они уходили, вот почему они хотели, чтобы часть населения переехала. Они там хотели уже по прибытию в Турцию, там тоже хотели иметь свой Свой статус сохранить. конечно, они Еще хотели такая свой статус версия тоже сохранить, есть, да. безусловно, потому что они знали, куда они идут. Мой вопрос следующий. Известно, что на стороне абхазо-адыгских народов принимали участие в ходе войны определенное количество поляков. Да, это тоже отдельный вопрос. Прежде всего, здесь, конечно же, мы вспомним Теофила Лапинского и его эпопею его отряда, которая стала известна широкой общественности в немалой степени благодаря литературному дару Лапинского. Гораздо менее известен, к сожалению, такой деятель, как Бенедикт Пшевлодский. Если Лапинский, допустим, в 1859 году уехал с Кавказа, то Пшевлодский сражался практически до мая 1864 года, да, то есть практически до падения, но о нем мало что известно, потому что он, к сожалению, не оставил мемуаров, а он внес не меньше, по моему мнению, может быть и больший вклад, скажем так, да, в общее дело. Есть ли в изученных вами газетах какие-либо упоминания о участии поляков в войне? Понятно, что, скорее всего, если они есть, то их там называли наемниками. Это неправда, потому что они деньги не получали за свою борьбу, да, за свое участие. Но есть ли какие-либо упоминания о них, о этих людях или нет? Спасибо. Безусловно, есть. Упоминания есть в этих указанных газетах, которые есть. Но, к сожалению, там нет такой исчерпывающей информации. Например, Дзидзаря в своей работе использует другие материалы, те же акты Кавказской археографической комиссии. Но, к сожалению, в прессе подробностей, которые в полной мере освещают этот вопрос, к сожалению, нет. Поэтому в сегодняшней лекции вы не услышали упоминания о Лапинском, который, как правильно вы заметили, что они абсолютно неправильно называть их наемниками, потому что здесь и фактически эта национально-освободительная борьба, которую, как мы называем, фактически они тоже какую-то роль определенную внесли в то, чтобы даже когда создавался тот же Меджлис, да, и так далее, и в других вопросах, они определенную роль сыграли. Да, называть их наемниками. Конечно. Например, в некоторых работах уже где-то называются, что это были какие-то агенты там, и так далее. Но это тоже отпечаток времени. Политики. Но в прессе, к сожалению, подробностей подобных нет. Я хотела бы спросить про источник газеты «Кавказ». Несомненно, ценность газеты «Кавказ» заключается в том, что он позволяет во всех подробностях воссоздать картину военно-политической жизни Абхазии. А вот что касается повседневной жизни Абхазии и статистические данные, помещает в себе эта газета? И вот какие? В особенности вероисповедания населения. Абсолютно справедливо вы заметили, что газета имеет многогранное такое отличие. И, как я уже выше говорил, были такие авторы, которые позволяли себе писать о культуре абхазского народа. И там очень часто мы встречаем упоминания о христианских памятниках.
Например, тот же Транский собор, отдельные статьи, посвященные значит, вот этим храмам, храмовой культуре, а также этнологии абхазов. Например, обряды, какие-то поминальные обряды интересные. Вот, например, в 1849 году было это упоминание, как абхазские князья вот, поехали на похороны владетельного князя Мингрели Тадьяни. И там подробно описываются такие моменты, которые сегодня мы в абхазской жизни не встречаем. Но газета зафиксировала. И вот абхазские князья по газете, по материалам, абхазская делегация поехала оплакивать вот этого князя. По мингрельским обычаям 12 дней должен был покоиться, значит, владетель, но абхазы опоздали. И когда они опоздали, значит, им сделали вот это чучело, они также должны были его оплакивать. И княжна попросила, вот когда, говорит, абхазцы придут, попросите их, чтобы они себя саблями не истязали. Но однако, говорит автор, что без крови не обошлось. То есть абхазы, когда даже оплакивают, вот, например, такие моменты мы в других материалах не встречаем. А вот в газете «Кавказ» об этом пишет. То есть интересные моменты о жизни, о культуре, о быте абхазов, о статистических данных, безусловно, географические данные встречаются. Территория расселения – это отдельный вопрос вообще в моем исследовании. Территория расселения. И там подробно о каждом обществе, о всех владетелях, о происхождении этих фамилий и так далее, об отношениях крестьян с князьями. Это отдельная, конечно, тема. Об этом все в газете «Кавказ», конечно, есть. И очень подробно об этом пишется. Очень часто в социальных сетях грузины, мотивируя, что это их земля, говорят о Меретинской долине, на которой сейчас построены все крупные объекты Сочи. Я все-таки думаю, что и Меретинская долина названа так была именно потому, что грузинские войска участвовали в имперском вот в этом походе на Красной Поляне. Я так думаю. А вопрос к вам такой. В вашем серьезном таком исследовании, одном из трагических событий абхазского народа, есть ли какая-то общая статистика вот за эти волны, какое количество жителей Абхазии переселилось в Турцию? К сожалению, вот по материалам прессы здесь мы встречаем отдельные периоды. Вот, например, вот я когда цитировал, говорил, что с 1858 по 1963 год выселилось 318 тысяч вот, с территории там, Новороссийска. То есть не было конкретного какого-то места, говорится общая цифра. И, к сожалению, никто не вел статистику, были там абхазы, убыхи, то есть в целом, население в целом писали. Вот, например, когда я говорил о 20 тысячах выселенных, там написано, что выселились 20 тысяч черкесов, но среди них, возможно, были абхазы, да. Возможно, были убыхи. Сам автор пишет, что начиная от значит, этих верховьев, да, вот у них была команда идти в сторону Сухума. И наверняка по пути туда вливались и другие, значит, этнические группы и так далее. И поэтому очень сложно сказать, вот, что было такое-то количество. Поэтому такая разная информация по этому поводу. И Дзидзаря тоже обращает на это внимание в своей работе. Он приводит статистику разных авторов, которые совершенно противоречат друг другу. Но в целом, конечно, картина, вот, по данным материалов российской прессы, это около 500-600 тысяч. Вот, это известно, если посчитать образы, да, а возможно и было больше. Да, следует отметить, что вот позиция владетельных князей вот в этот период, если, ну, уже как бы этот период в основном занимается Станислав Засимович Лакоба. И вот по этим материалам и по материалам Дзидзаря мы понимаем, что она тоже была неоднозначная. Ну, конечно, это была вынуждена в какой-то степени мера, потому что идти напрямую, вот, например, если мы говорим, что Килишбей лавировал, да, вот сначала как бы из султанской Турции заигрывал, и потом с Российской империей. Но это было еще такой момент, когда вот, Килишбей просто ошибся, по мнению Станислава Засимовича, он ошибся, он думал, что Россия – это временное явление на Кавказе. Да, вот. Вот. Но на самом деле особенно это проявилось уже в период Крымской войны,
когда Михаил, который вот, возглавляя вот эти карательные экспедиции против даже собственного народа, да, хотя они ему не подчинялись, те же цибильдинцы и князья Маршана, они не подчинялись владетелю. Но когда вот эти экспедиции проводил, он возглавлял эти экспедиции. И вот после Крымской войны он совершенно меняет свою позицию. Он начинает входить в сношения с убыхами и с другими, значит, горскими обществами и так далее. И тут еще проводили работу представители Восточного Кавказа, когда эмиссары сюда заходили и так далее, вели вот, пропаганду. Но после падения Восточного Кавказа, после падения Шамиля, здесь вот, оно, знаете, не было консолидированности также. Каждое общество отдельно пыталось защитить свои интересы. Ну, в основном, конечно, страдал от этого простой народ. Да. Ну и владетель в конце, вот почему его сослали в Воронеж впоследствии, когда уже, значит, закончилась эта война, он даже писал, он в какой-то момент притворился даже больным, когда они за ним приехали из одного села, перебираясь в другое. И все же он попросил остаться в Абхазии, потому что он понимал, вот, но царизм был настойчив, и вот эта настырность, она уже вылилась в его, значит, выселение из Абхазии. Он скончался в 1966 году, а потом были известны события с Лыхнинским восстанием, но это отдельный вопрос, конечно. Да. Вот в целом можно сказать, что этапы вот, национально-освободительной борьбы абхазского народа, они завершились очень трагически, потому что Абхазия оказалась между вот этими процессами геополитики, которые тогда внешней политики, особенно со стороны держав, и она не могла по-другому выжить, в принципе. Вот. К сожалению, трагическая история, она останется в памяти народа и будет еще долго исследоваться будущими историками.